прежде всего рассмотрели ход выполнения договоренностей наших президентов по всем направлениям российско-киргизских отношений, включая договоренности, которые были достигнуты в прошлом месяце на встрече руководителей двух стран в Сочи. Наши отношения вышли на качественно новый уровень, наполняя все новым содержанием союзнический характер взаимосвязей, характер стратегического партнерства и во всех областях, включая политический диалог, экономическое, торгово-инвестиционное, военно-техническое, гуманитарное сотрудничество, мы констатируем прогресс, который реально приносит результаты и пользу для наших стран и народов России и Киргизии. Особое внимание мы уделили экономической интеграции на евразийском пространстве. Убеждены, что присоединение Киргизии к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу будет способствовать решению тех задач, которые стоят перед республикой, и в целом укреплению двусторонних связей между странами Таможенного союза, включая Россию, и Киргизской республикой. Мы оказываем необходимое содействие созданию инструментов, которые позволят поддержать развитие экономики Киргизии и гармонизировать ее с евразийскими интеграционными процессами. В том, что касается наших гуманитарных связей, как я уже сказал, они имеют особое значение, подчеркивая традиционные узы дружбы, сотрудничества, взаимопомощи. Мы предоставляем значительное количество стипендий для граждан Киргизии. Сейчас ежегодно обучается, вот на сегодня около 3000 киргизских граждан обучается в российских высших учебных заведениях. Мы очень ценим и поддерживаем деятельность в Бишкеке Киргизско-Российского славянского университета. И исходим из того, что это очень важный инструмент наряду с другими шагами, которые предпринимаются руководством Киргизии, в том числе в виде нормативно-правовых актов, который будет способствовать дальнейшей поддержке, развитию русского языка в этой стране. Мы рассмотрели положение дел в различных международных, региональных ситуациях. У нас взгляды совпадают на ключевые проблемы, которые стоят перед регионом Центральной Азии и перед мировым сообществом. Мы довольны хорошим уровнем сотрудничества по линии ОДКБ, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества и тем, как наши делегации взаимодействуют в ООН, ОБСЕ и других многосторонних форматах. Мы подписали сегодня программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел на ближайшие 2 года. И в этой программе особое внимание уделено дальнейшей координации наших действий. Особое значение мы придаем мероприятиям, которые будут проходить в каждой из наших стран, а также по линии СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, которые будут посвящены предстоящему в будущем году празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. У нас общие задачи в том, что касается обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, прежде всего в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, другими формами трансграничной преступности. И в контексте нарастания неопределенности в Афганистане такая работа приобретает особое значение. Мы обменялись мнениями о том, как соответствующие вопросы будут рассматриваться на предстоящих до конца года саммитах ШОС, СНГ и ОДКБ. Разумеется, мы обменялись оценками ситуации на Украине, твердо убеждены в необходимости немедленного и безусловного прекращения насилия, прекращения огня и начала переговоров с участием всех противостоящих сил, а в более широком плане необходимость проведения обещанных конституционных реформ с вовлечением всех регионов и всех политических сил Украины. Мы солидарны с братским украинским народом, заинтересованы в том, чтобы наряду с решением
главной задачи прекращения огня также обеспечивалось бы направление гуманитарной помощи мирному населению, которое продолжает страдать от продолжающихся обстрелов населенных пунктов. В целом наши переговоры подтвердили взаимную приверженность дальнейшему углублению всестороннего российско-киргизского партнерства. Я признателен моему коллеге и другу за хорошую совместную работу и за приглашение, которое было мне передано, посетить Киргизию с очередным ответным визитом. Спасибо. С большим удовлетворением отмечаю, что стороны довольно тщательно, плодотворно обсудили вопросы нашего двустороннего кыргызско-российского сотрудничества, которое имеет стратегический характер. За последние годы кыргызско-российские отношения характеризуются активным политическим диалогом на всех уровнях, который способствует решению многих назревших актуальных вопросов по приоритетным сферам нашего взаимодействия. Состоявшиеся сегодня переговоры стали логическим продолжением установившихся между нашими странами регулярных контактов на высшем и высоком уровне. Выражаю уверенность, что итоги наших переговоров, прошедшие в атмосфере доверия, взаимопонимания, внесут свой вклад в дело дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Мы сегодня также обсудили широкий круг вопросов, касающихся вопросов, которые определяют наши приоритетные направления по дальнейшему углублению взаимовыгодных отношений в водно-энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах. В центре внимания были также вопросы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, обеспечения региональной безопасности, развития всесторонних межрегиональных связей, организации и проведения взаимных визитов на всех уровнях. Одним из самых актуальных вопросов нашей сегодняшней повестки дня был также вопрос об интеграции Кыргызской Республики в региональные объединения Таможенный союз, Евразийское экономическое пространство, Евразийский экономический союз. Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, в которых имеется взаимный интерес. Итоги прошедших обсуждений и достигнутых договоренности со всей очевидностью показали стремление Кыргызской Республики и Российской Федерации и впредь развивать самые тесные взаимоотношения и всемирно укреплять стратегическое партнерство между нашими странами. Регулярные двусторонние встречи, в том числе в рамках заседаний межправительственной, межпарламентской комиссии, региональных межправительственных комиссий по развитию сотрудничества свидетельствуют как о степени нашей заинтересованности в интеграции, так и характере наших взаимоотношений в политической и экономической сферах. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут дополнительный импульс развитию кыргызско-российских отношений, стратегического партнерства. Кыргызская делегация полностью удовлетворена итогами переговоров и достигнутыми договоренностями, а также настроена на содержательную, практическую работу по реализации достигнутых договоренностей. И действительно, я еще раз пригласил Сергея Викторовича посетить Кыргызстан с очередным официальным визитом в любое удобное время. Спасибо. Благодарю министров.